Здравствуйте, уважаемые читатели Аки-пресс. Мы начинаем онлайн-конференцию с министром юстиции Ураном Махметовым. Здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте. В течение 2 недель мы собирали вопросы, которые были оставлены нашими читателями в комментариях, и мы будем их задавать. Для начала, если вы не против, вы могли бы объяснить, чем именно занимается Министерство юстиции? Спасибо большое. Да, Министерство юстиции является органом, который наделен полномочиями по осуществлению определенных полномочий от имени правительства. Во-первых, это орган, который формирует политику по нотариальной деятельности, по деятельности в адвокатской сфере, проводит экспертизы правовые, правозащитные. То есть вся правовая функция, она заложена за Министерством юстиции. Но вы как министерство, вы уже начали работу по разъяснению прав человека. Какие будут еще разъяснительные и консультативные мероприятия? И считаете ли вы, что у нас в стране права граждан защищены в полной мере? Но перед этим такой вопрос. Это входит в вашу деятельность, мероприятия по разъяснению именно юридических прав? И как вы это делаете? Безусловно. Спасибо большое. Это, я думаю, с самого главного вы начали. Разъяснение прав у нас, проблема какая у нас возникает? Проблема, что многие граждане, они имеют низкий уровень правовой грамотности, правовой культуры. Соответственно, они не могут в той или иной ситуации реагировать на те требования, элементарно оформить куплю-продажу, оформить залог или какие-либо вопросы, отдать ребенка в школу. Они сталкиваются с определенными вопросами, которые касаются права. И в этой связи с прошлого года у нас был утвержден большой документ, это концепция повышения правовой культуры граждан, он рассчитан до 2020 года. В рамках этих мероприятий мы проводим разъяснительную работу, выезжаем в регионы, встречаемся с гражданами, объясняем, отвечаем на их вопросы. Круг вопросов, который задается нашим юристам, это у нас наши сотрудники выезжают сотрудники государственной регистрационной службы, наши нотариусы выезжают и отвечают на весь круг вопросов поставленных. В основном, конечно, вопросы, они идут вопросы земли, трансформации, как это проводится, выделение земельных участков, как устроить ребенка в школу, в детский сад, то есть со всеми вопросами, которые сталкивается каждый наш гражданин. А если человек, допустим, узнал свои права через Минюст, может ли он потом в суде на вас ссылаться? Или если он считает, что его права таковы, но получается по-другому, должен ли он обращаться в МВД или в Минюст? Здесь так. В прошлом году, хотелось бы тоже сразу же всем проинформировать, в прошлом году был принят новый закон о гарантированной государственной юридической помощи. И он расширил круг лиц, кто имеет право обращаться за помощью. Эта помощь у нас разделена уже на два, это консультативная и квалифицированная. Консультативная — это граждане приходят за советом, как в той или иной совет. В Центре оказания бесплатной юридической помощи. Они у нас в Бишкеке есть, в регионах есть. В настоящее время у нас уже открыто 16 центров. В регионах буквально в конце прошлого месяца мы открыли 4 центра, 2 в Баткене, 2 в Джалалабаде. Туда граждане могут подойти, задать свой вопрос и получить соответствующую квалифицированную помощь. Хотелось бы сказать, что та помощь, которая квалифицированная, они могут действительно, наши юристы будут помогать им подготавливать соответствующие иски, быть адвокатом в суде по гражданским, административным и уголовным делам. Раньше такого не было. Раньше мы просто ограничивались только уголовными делами. Сейчас у нас уже круг лиц, допустим, это малоимущие, пенсионеры, лица ЛОВЗ, они могут обратиться и получить эту бесплатную помощь юридическую. Вернемся к вопросу читателя. Он здесь пишет что я хотел бы спросить, если эти разъяснения прав человека, которые были оказаны сотрудникам Минюста, их можно затем использовать при рассмотрении дела в суде? Можно ли ссылаться на Минюст? Здесь я уточню свой ответ. У нас
есть помощь консультативная, есть квалифицированная. Если это квалифицированно, то есть мы закрепляем целого адвоката, и он весь этот судебный процесс, который у этого гражданина имеется, кто обратился за помощью, он сопровождает его. А если это консультативное? Если консультативное, мы просто направление даем, куда ему следует обратиться, какой документ получить, какой орган компетентен в этих делах, как ему следует поступать в той или иной ситуации. Ну, то есть, если, допустим, я приходила на одну из этих таких встреч, я спросила свой вопрос, возможно, это было не записано, возможно, это не совсем официально, да? Но я задала свой вопрос, мне сказали, нет, у вас права вот такие-то, вот так вот. То есть, если я, допустим, предсудебный это процесс или такой договорной, да, могу ли я ссылаться на МИЮ, сказать, вообще-то Министерство юстиции сообщает, что это вот так вот? Да, я думаю, это вполне логично, то, что они обратились за помощью в Министерство юстиции, в этот центр, который при Министерстве юстиции, получили помощь, и они могут использовать эту информацию для своих нужд. Дальше. Здесь такой вопрос. Согласно информации, опубликованной в апреле 2017 года Советом Безопасности с 2013 по 2016 год в Министерство юстиции поступило свыше 1000 обращений граждан. Из них 96% жалобы на действия нотариусов и адвокатов. Анализ показал, что за эти года возбуждено 262 уголовных дела, связанных с деятельностью Министерства юстиции. Из них почти все они на действия частных нотариусов. Учитывая количество возбужденных уголовных дел в отношении нотариусов, не считаете ли вы, что наступило время для создания единой информационной системы нотариата для обеспечения юридической безопасности заключаемых гражданами сделок? Да, это очень актуальный вопрос, болезненный. Очень много граждан не страдают из-за неверных действий нотариусов. Это есть такой... такая проблема имеется. Для решения этой проблемы мы в настоящее время проводим тоже соответствующую работу. Одним из важных таких шагов в рамках концепции Тазаком мы проводим работу по созданию электронного журнала нотариальных действий. То есть каждый нотариус, который будет осуществлять нотариальные действия, в настоящее время он просто заполняет в журнале. То есть там техническая работа проводится, да, и она иногда имеет свойство или умышленно, либо неумышленно, определенные ошибки есть, наименование, допустим, действия, фамилиях, именах, которые в последующем при судебных разбирательствах могут служить таким камнем преткновения. В настоящее время, чтобы этого не было, и для более качественного мониторинга за нотариальной деятельностью, мы создаем такой электронный нотариат, можно сказать, такой концепт, который будет включать в себя электронную базу данных всех нотариальных действий нотариусов, всех, и частных, и государственных. То есть каждый нотариус, который совершил действие, это действие автоматически регистрируется и сохранится в базе данных. То есть этот вопрос, этот механизм, мы полагаем, что он, во-первых, будет служить для того, чтобы мониторить действия нотариусов. Второе, не дать, если есть какой-то умысел, заведомо неправильные действия, допустим, регистрировать, потому что мы предполагаем, что эта программа она будет позволять верифицировать данные по нотариальным действиям. То есть человек, у кого есть вопрос, допустим, действительно заверен этот документ у него или не заверен, нотариальное действие совершено или нет, он может онлайн это проверить. Полагаем, что эти моменты они позволят в большей части решить те проблемы, о которых говорит читатель. А у нас вообще есть единая система, список нотариусов, адвокатов, у которых есть действительно система? Да, он у нас и есть, он размещен на нашем интернет-страничке на нашей. То есть любой может проверить, действительно ли у нотариуса есть или нет лицензии? Да. Там есть срок, когда истекает? Там указывается срок выдачи и срок окончания. Вы относительно недавно стали министром, и нельзя вспомнить о недавнем, так скажем, инциденте в Джорху-Кенеше, где депутат назвал вас двоечником.
Насколько обоснованы такие обвинения в незнании вашего законопроекта и вообще какое у вас образование? По этому моменту я хотел бы сказать, что сам закон он был, регламентировал вопросы документов государственного значения. Этот законопроект был разработан межведомственной рабочей группой с участием государственных органов, там, госрегистрационной службы, других, кто занимается вот этими вопросами. Хотелось бы сказать, что он содержал просто отсылочные нормы, большое количество, что определенные вопросы будут решаться правительством. Вот. Но это депутатам она не понравилась. Просто мы не хотели делать из закона инструкцию. Это вот один момент. А второй, просто хотелось бы, чтобы наши уважаемые депутаты, они, прежде чем обвинять, они внимательно изучали документы. И если есть вопросы, мы всегда готовы разъяснить те или иные положения, какие вызывают вопросы. Вот. И обвинения, мне кажется, мы должны обвинения, я считаю, необоснованным. А действительно ли вы были двоечником? Нет, я окончил Международный университет Кыргызстана, вот, бакалавриат, у меня диплом с отличием, магистратура. А когда будет следующий экзамен на адвокатскую деятельность? Следующий экзамен на адвокатскую деятельность, мы полагаем, что вот, нам 2-3 недель будет достаточно. Действительно, это проблема. Мы сейчас вводим новый вопросник, поскольку у нас прошли изменения в Конституцию, вступил в силу новый Гражданско-процессуальный кодекс, изменения прошли. И вот эта работа по обновлению вопросника, который на которые мы должны ответить при тестировании. Вот мы с обновлением, у нас немножко вот вопросы затянулись. Когда он будет? Мы полагаем, что вот 2-3 недели у нас уже работа начнется по тестированию вот кандидатов. То есть через 2-3 недели вы уже начнете? Да. А это разве не ежегодно одна какая-то определенная дата? Нет, там в законе просто указывается не менее 2 раз. В год? Да. А вот здесь достаточно много было вопросов от читателей касательно работы в министерстве, работы нотариусов, юристов. Еще один вопрос. Когда начнется экзамен для претендентов на знание частной нотариальной деятельности? Эти у нас процедуры, что в адвокатуре, что в нотариате, они связаны. То есть в одно время будет тестирование? Да. Потому что там и там мы обновляем вопросник. Мы сейчас ввели уже систему компьютерного тестирования. Раньше, допустим, по нотариату это бланочное просто было. Вот сейчас мы эти вопросы, думаем, что 2-3 недели нам будет уже достаточно для того, чтобы мы начали принимать эти экзамены. Здесь такой вопрос, почему в вашем реестре, который значится в Министерстве юстиции, многие данные не соответствуют действительности. То есть все знают, что многие заведения, кафе, отели, они принадлежат одним лицам, но у вас написаны другие. Возможно, это не то, что подставные, да, это не лицо, которое на самом деле владеет. И таких примеров достаточно много. Если я владею, я могу записать на кого-то другого, да? Как-то контролируется ли такая деятельность? Проверяете ли вы достоверность сведений? Проверяете ли вы, кто действительно... Здесь у нас таких полномочий по проверке, допустим, действительно ли тот хозяин той или иной фирмы является или нет, со стороны Министерства юстиции она не проводится, потому что у нас таких полномочий нет. Наша регистрация юридических лиц, она проводится в рамках закона о государственной регистрации юридических лиц. Там указывается четкий перечень документов, которые граждане обязаны предоставить для регистрации. Это регистрационное заявление, в котором указывается там фамилия, имя лица, кто хочет зарегистрировать, учредители указываются, паспортные данные прикладываются. Эти вещи мы, конечно, проверяем. Но о том, что вы говорите, то, что может быть принадлежать к другому лицу, здесь вопрос уже
идет не к Министерству юстиции, поскольку, вот я говорю, вот, у нас таких полномочий не имеется, во-первых, но за полноту и правильность тех сведений, которые заявитель подает и подписывает в заявлении своем, конечно, несет сам заявитель. Но хотелось бы сказать, что со стороны Государственной службы по финансовому надзору проводится работа в рамках борьбы с легализацией преступного дохода. Они в настоящее время разрабатывают документ, который будет регламентировать те вопросы, которые вот поднимает читатель, то есть действительно, чтобы выявлялась принадлежность того или иного человека к компании. То есть, если у меня фирма, которую я регистрирую не на себя, но на другого человека, вы проверяете только достоверность документов, которые предоставил, допустим, мой подставной человек. Но являюсь ли я настоящим владельцем или нет, это будет проверять финполиция, только если у нас есть другие доходы. А так вы проверяете только достоверность документов, уже предоставленных. Нет, так? здесь, смотрите, давайте надо будет разделить, вот как это подставного человека. Ну, скажем так, подставное я владею, но этот человек... Ну, в Министерстве юстиции так значится. Может, я не хочу, чтобы кто-то знал, что это мое. Ну, все знают, что это мое, так скажем. Ну, здесь я полагаю, что на том примере, который вы показали, это не будет подставным лицом, потому что если вы определяете то, что он является руководителем, и он подписывает все заявления, и во всех документах он становится руководителем, либо учредителем, то есть он является учредителем. То есть к вам никакого отношения он не имеет. Ну, по данным Минюста. А по фактическим уже будет проверять то ли финполиция, то ли если есть нарушение. Да. Но если нет, это не ваша проблема. Так? Ну, это как бы не то, что не наша проблема, мы просто некомпетентны в решении вот именно этих вопросов. А тут еще достаточно много читателей жалуются на, так скажем, бардак в Министерстве юстиции и на то, что очень много волокиты с разными бюрократическими, ну, допустим, бумажками, допустим. Здесь один вопрос. Часто читатели сталкиваются с бюрократическими нормами оформления юридического лица. Какие шаги вы предпринимаете, чтобы максимально упростить эту задачу? Почему ликвидация юридического лица требует больше времени и бумажной волокиты? Да, тоже актуальный это вопрос очень и для нас, и для граждан. Для решения вот этой бюрократизации процедур в настоящее время нам тоже проводится работа по созданию системы онлайн-регистрации юридического лица. То есть гражданин может регистрировать это через интернет, затрачивая минимум времени и ресурсов своих. Это первое. Когда будет? Мы планируем то, что это будет уже в течение 3-4 месяцев. Сейчас у меня работа проводится. Это также у нас работа идет в рамках проекта Тазаком. Вот эти два наших проекта по нотариату и регистрации юридических лиц, которые мы ведем в рамках этого проекта. По вопросу бюрократизации. У нас регистрация коммерческих лиц, юридических лиц, допустим, ОСО, занимает 3 дня. И сроки эти, в принципе, мы стараемся выдерживать. Если единичные случаи есть, то мы работаем над таким, чтобы таких не было вопросов. По вопросу ликвидации юридических лиц, да, действительно, процедура она сложнее, потому что при ликвидации юридических лиц мы также стараемся, чтобы интересы лиц, кто там взаимодействовал с этим лицом, то есть должники его, это, допустим, кто-то должен юридическому лицу, а оно подает на ликвидацию. То есть мы должны вывесить уведомление, что такая-то фирма ликвидируется, и все должники они могут обратиться там, в установленном порядке за компенсацией своих средств. Вот. То есть мы этот месячный срок должны выдерживать, это первое. Второе, у нас процедура ликвидации, она проводится тоже не исключительно Министерством юстиции, а во взаимодействии с другими государственными органами, как налоговая служба, социальный фонд, статистический комитет. То есть это работа у нас такая совместная. Кроме того, в этом участвует и архивная. В настоящее время около 8 документов требуется для того, чтобы ликвидировать юридическое лицо.
Вот. Но также хотелось бы сказать, что у нас вот была встреча с бизнес-ассоциацией. Вот, они тоже эти вопросы поднимали, что это проблематично, и это влияет в том числе и на развитие бизнеса. Мы пришли к общему пониманию, что вот эти процедуры и этот перечень документов, которые требуются для ликвидации юридических лиц, надо сокращать. Эта работа нами проводится, и мы полагаем, что вот к сентябрю месяцу, вот уже когда парламент соберется, начнет свою работу, мы уже внесем соответствующий проект закона. Здесь еще один такой вопрос. Читатель заявляет, что у вас творится бардак при регистрации ОСО на занятие частной охранной деятельностью. Он говорит то, что в законе конкретно прописано, что руководить частными детективными и частными охранными предприятиями, а также быть детективами и частными охранниками не могут быть лица без высшего юридического образования, без стажа работы в правоохранительных органах или других органов, имеющие судимость или находящиеся на учете в психдиспансерах. Это прописано в законе, то почему ваши подразделения Минюста не проверяют при регистрации на занятия этими видами деятельности граждан, а проверяют только по паспорту регистрируют? Почему вы позволяете своим сотрудникам нарушать закон, и кто понесет за это наказание, если у нас развелось много мошенников именно в этих сферах? Я хотел бы сказать, что, наверное, читатель он не имеет полной информации. Во-первых, мы не выдаем лицензию на осуществление какой-либо деятельности. Мы занимаемся регистрацией юридических лиц. В данном случае упоминается ОСО, общество с ограниченной ответственностью. У нас законодательство оно не ограничивает коммерческие лица на занятие какой-либо деятельностью, то есть при регистрации. Если им необходимо осуществлять какую-то определенную вид деятельности, которая лицензируется, он должен обратиться в соответствующий орган, лицензирующий эту вид этой деятельности. Министерство юстиции оно не занимается этим. Это во-первых. Во-вторых, мы, вот как я уже говорил, то, что мы при регистрации основываемся на законе о госрегистрации юридических лиц, которая оказывает четкий перечень и четкие требования для осуществления регистрации юридического лица. Это второе. И последнее, что сам закон, на который ссылается читатель, лицензирование, он уже утратил силу, и раньше, если требовалась лицензия на детективно-охранную деятельность, то в настоящее время новый закон о лицензионно-разрешительной системе, он не предусматривает данный вид деятельности. Хорошо. Следующий вопрос про трансформацию земель. Когда планируется внести четкость в этот закон, какие полномочия будут, потому что нет четкого разделения, в каком случае должен осуществляться трансформация земель. Читатель заявляет, что по этому поводу он неоднократно обращался в ведомство ваше. Первое письмо было направлено 2 года назад, но до сегодняшнего момента правовая коллизия так и не устранена. Вынесло ли ведомство этот вопрос на обсуждение в ЖК? Если нет, то когда планируете? Вопрос этот уже у нас решен. Буквально 4 в начале июня месяца президентом был подписан закон о внесении изменений в ряд нормативных актов, включая земельный кодекс, включая закон о трансформации, который уже разделил компетенцию местных органов самоуправления и правительства по вопросам трансформации. И этот уже вопрос он решен. Хотелось бы просто отметить, то, что, может быть, у него актуальной информации не было. Так вот, действительно, проблема нашла. Вот тот закон, который был принят буквально в прошлом месяце, он был инициирован еще в конце 2015 года. Он очень долго обсуждался и в парламенте, и в правительстве. Проводились две парламентских слушания прошло. Там участвовали и заинтересованные лица, граждане могли принять участие. То есть этот закон, он в целом охватывает все интересы, которые были, все проблемы, которые были, и в том числе высказываются гражданинам. А трансформацией земель разве занимается Министерство юстиции и какими именно, на здесь каком этапе? Политику по вопросам земли, она возложена на Министерство юстиции, но реализацией ее занимается госрегистрационная служба. То есть вы решаете, какую землю можно трансформировать, какую нет?
мы ведем в целом политику. Не именно какую землю, потому что какую землю это уже местные органы власти, они инициируют вот этот вот процесс трансформации. Мы определяем, что должно ли оно идти в целом, то есть соответствует ли она нашим концепциям общим, допустим, программным нашим документам правительства. А были же очень много, допустим, ну как пример ряда митингов, где люди хотели, чтобы их земли именно трансформировали, потому что у них не было красных книг, да? Это вот вопрос к вам? Да, в том числе. Данный вопрос, он буквально парламентом был рассмотрен в конце прошлого месяца. Были внесены изменения, которые вопросы трансформации земли, какие участки должны подлежать трансформации, какие не должны подлежать. Этот вопрос вот, в настоящее время, этот документ, закон, он принят парламентом, он находится на подписании у президента. А вот туда входят земли самозахваченные? Ну, в 2010-2005? Там входят, предлагается, вот если подпишется этот закон, то там будет регламентировано так, что до 2009 года земли, которые были захвачены, да, но которые уже имеют соответствующие документы, которые соответствуют планам застроек и планам, там, градостроительным планам, да, то они позволяется проводить трансформацию этих земель. А вот бывает очень многие жители, когда как только им дают красную книгу, они сначала голосуют за трансформацию, им дают красную книгу, потом начинаются жалобы, то, что эта земля была непригодна, что там есть какие-то проблемы, там нельзя было строить. То это вопрос опять же к вам или кому это? Ну, это вопросы, скорее всего, ближе к экологически-техническим нашим службам, вопросам Госагентства охраны окружающей среды. А вы лично как считаете, правильно ли узаконивать земли, которые уже были захвачены? Ну, я, допустим, захотела захватить. В принципе, я считаю, что мы все должны подчиняться закону. Если в законе это считается, по закону считается, что это не допускается, мы должны следовать этому. Ну, а если взять как пример, сейчас недопустимо, но через 5 лет будет трансформация земель, и ты получишь свою красную книгу? Нет, я считаю, что это неправильный подход. Перейдем к личным вопросам. Здесь достаточно было много вопросов о вашем отце, о том, что вы не можете сказать, кто он, кем он был и почему столько интересов к вам, не как к министру, а как именно сыну вашего отца. У меня отец Тулинды Ахметов, он долгое время работал в киностудии «Кыргызфильм», он был журналистом, он являлся членом Союза писателей СССР и Кыргызской республики. Вот. Он, если так смотреть, он до того, как он скончался в 1993 году, он переводил в основном огромное количество фильмов, которые были на русском языке и транслировали здесь. Вот перевод их на кыргызский язык. Это он приводил, да? Да. А вы знаете кыргызский язык так же хорошо, как ваш отец? Я думаю, что я знаю кыргызский язык не так, как мой отец, к сожалению, но я над этим работаю, вот, потому что изучение языка, укрепление его и для гражданина, и как для меня, как для гражданина, но и как для руководителя, это очень важно. Для государства в целом это важно. Сохранение культуры, сохранение языка, это является одним из факторов сохранения государства. Сейчас очень активно вопросы идут глобализации, вот всего этого. И чтобы вот нашу культурную идентичность не потерять, мы, безусловно, должны огромную роль и вклад оказывать в укрепление, вот, чтобы наша вот, и молодежь, и вообще все граждане, они, безусловно, и владели хорошо языком государственным. Но это, конечно же, не должно ограничивать
возможности изучения других языков, английского, китайского. Вот. Потому что, опять, эти вопросы вот, глобализации, все равно они очень чувствительны для такого народа небольшого, для такого государства, как Кыргызстан. Мгм. А у нас в стране такая практика, то, что когда ты становишься министром, что достаточно часто, ты меняешь под себя почти все министерство. Поменяли сколько, ну, много ли сотрудников вы поменяли? Потому что, с одной стороны, нужно иметь команду, с которой тебе комфортно, с другой стороны, это мести по-своему, да? Что вы сделали, когда вы пришли? Ну, здесь я хочу сразу сказать, что задачей моей не было, чтобы сменить сотрудников министерства, поставить своих людей. Да, конечно, у нас, как в любом государственном органе, имеется текучесть кадров, у нас они уходят в другие государственные органы. Кто-то в основном идут, может быть, на повышение, это тоже такая хорошая тенденция идет. Но некоторые, конечно, они, может быть, не выдерживают нового подхода, требовательности с моей стороны. Они, конечно, уходят. Но такой задачи передо мной, чтобы прийти, смести всех старых, поставить новых, такой нет. У нас очень много сотрудников, которые продолжают свою работу. Этот так вопрос не стоял. А как сложно попасть на прием к министру? Точнее, что нужно для этого сделать? Для этого надо просто позвонить в приемную, назначить, что имеется желание прийти, но у нас имеется соответствующее положение по приему граждан. Допустим, в четверг с 2 до 4 я еженедельно провожу прием граждан. Но сейчас у нас век новых технологий. Мы также очень активно стараемся привлечь граждан, чтобы, если имеются у них вопросы, они могли обратиться не приходя, могли обратиться через телефон доверия, это у нас 65 10 10. А если я хочу прием именно у министра? Да. То есть любой человек может к вам записаться? Да. И вы опровергаете, ну, так скажем, сообщения в социальных сетях, что ваша закрытость, закрытость вашего министерства, что вам сложно попасть? Здесь, возможно, если, допустим, этот четверг, допустим, который у меня запланирован на встречу с гражданами, проходит какое-либо совещание на правительственном уровне, там, или я должен идти в парламент, то, конечно, эти дни они у нас переносятся. Бывает, такое бывает действительно. Но какой-либо большой проблемы попасть ко мне на прием, я полагаю, что нет. Ну, сигнал есть. Я его воспринимаю как конструктивную критику, значит, надо работать над собой. Вот. Я говорю, вот опять мы онлайн, допустим, у нас есть веб-сайт, у нас есть страничка на Фейсбуке, и если к нам поступают какие-либо предложения, претензии, вопросы, мы стараемся тоже использовать эти площадки для того, чтобы ответить на вопросы граждан. А вопрос про вашу семью. У вас, естественно, есть семья. Да. У меня 3 дочки. Вот, они учатся в школе. Ну, сейчас у них каникулы. Вот. У меня супруга, она занимается воспитанием детей. Вы, достаточно рано стали министром, да? Было ли какое-то предубеждение, что ли, в вашем возрасте, или наоборот такое, как давление? То, что вы должны себя показать, то, что вы именно новое поколение или что-то в этом роде? Безусловно, потому что когда новый человек, тем более молодой, приходит, к нему пристальное внимание, правильно ли его назначили, достоин ли это он, выдержит ли он. То есть эти вопросы, они, конечно, стоят и сейчас передо мной, и стараемся, конечно, чтобы те ожидания и те задачи, которые были поставлены передо мной, они были реализованы в лучшем виде. А так, конечно, эти вопросы есть. А что делает министр юстиции в свое свободное время? Свободное время? Оно у вас есть? Недостаточно.
недостаточно, конечно, свободного времени. Я максимально стараюсь проводить, конечно же, с семьей, с близкими своими. Выйти там, я не знаю, вот, ну, с детьми, если, допустим, если с детьми, то сходить, я не знаю, на площадку какую-нибудь детскую, Вас на улице пообщаться узнают? с ними. Думаю, что нет. Еще один вопрос. Где находится Конституция? Разве она не должна храниться, ну, как, если, допустим, если ее нет, да, у вас в министерстве, на какой вы документ ссылаетесь, если нет оригинала? Нет, у нас, допустим, вот последняя Конституция, она уже поставила точку под этим вопросом. Но копия у вас есть. Да, безусловно, это был закон о внесении изменений в Конституцию. Он поступил в Министерство юстиции. У нас есть экземпляр. Ну, как-то охраняется, делается ли что-то, чтобы он не потерялся? У нас есть соответствующий архив, есть соответствующие процедуры по сохранности, которые вот, согласно которым мы содержим все документы, не только Конституцию, но все законы, постановления, которые поступают к нам на регистрацию. Угу. То есть это же не копия, да? Это же не оригинал, это же копия. Да. А оригинал, он хранится в аппарате президента. Нет, а когда у вас меняется Конституция, то вот есть же листовки, которые вы раздаете? Ну, или не раздаете, или они есть? Листовки, ну, с различными законами, да, которые должны стоять вот в всех витринах, то вы их все заменяете согласно новой Конституции, новым законам, если это их касается? Я про брошюрки. Брошюрки, да, конечно же, потому что уже нормы, те или иные нормы в Конституции, в законах они меняются. Мы, конечно же, проводим работу, чтобы у граждан был доступ к актуальным нормативным актам. Один вопрос такой от меня лично. Если у нас очень много учатся на юристов, на адвокатов, почему у нас низкая правовая культура? Ну, и почему у вас не хватает некоторых специалистов, как вы сами выразились? Просто здесь вопрос такой. Обучаются-то они многие, но не все, допустим, идут работать, допустим, по своей специальности. Очень многие уходят, допустим, в другие сферы. Потом хотел бы сказать, что быть юристом на государственной службе — это тоже такой непростой труд, и поэтому, может быть, не все выдерживают, уходят там, в частный сектор, кого-то зарплата не устраивает, кого-то не видит перспективу продвижения своей карьеры, допустим, на госслужбе, поэтому уходят. Мы сейчас, допустим, проводим конкурсы, у нас, в принципе, конкурс довольно большой, но и отбор у нас довольно такой требовательный. Вот, если так брать, например, у нас последний конкурс был на младшую должность специалиста, если не ошибаюсь, нам подало примерно около 63 или человек. До этого 80 человек. То есть конкурс хороший, в принципе, есть. На одно место. Да. Но это, видите, это у нас там требований к стажу нету. Просто, допустим, студент, кто только окончил, он имеет право подавать. Но есть у нас, конечно, и конкурсы там на такие уже позиции, которые руководящие позиции. На них мы уже, конечно же, у нас есть и требования к стажу, к опыту работы, именно в этой сфере деятельности. Стаж на госслужбе тоже мы как бы хотели бы видеть, чтобы они имели, чтобы человек, он не то чтобы начал обучение своей карьеры в министерстве, а уже сразу, как говорится, без раскачки он мог приступить к исполнению своих обязанностей. Последний вопрос. Вопрос всем, кого мы приглашаем на наши онлайн-конференции. Пожалуйста, озвучьте в камеру вашу зарплату. Официально. Моя заработная плата, я на руки получаю 38 тысяч сомов. Ежемесячно. А у вас есть какие-то льготы? 13-я зарплата, премии? Да, у нас 13-я зарплата есть, у нас есть премии, они предусматриваются квартальные. Какая у вас премия последняя? Премия, так, нам кажется, по 16 тысяч, кажется, дали нам.